«28 марта в городе Канаш прошла проверка в соответствии с поручением прокуратуры Чувашской Республики с привлечением органов МЧС. Цель проверки – исполнение законодательства о пожарной безопасности в торговых комплексах, имеющих развлекательные центры, досуговых, детских организациях на объектах культуры и спорта, а также иных местах с массовым пребыванием людей». Сегодня начали рейд в городе Канаше по торгово-развлекательным центрам. Скажите, пожалуйста, какая цель сегодняшних проверок? Добрый день. Значит, с Канашской межрайонной прокуратурой по поручению прокуратуры Чувашской Республики проводится проверка в торгово-развлекательных центрах соблюдения противопожарного законодательства. В ходе проверки будут проверены аварийные выходы, вся документация, пожарная сигнализация на предмет ее функционирования, ну и иные проверочные мероприятия. И по результатам, значит, выявленных нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, и, значит, их устранение нарушений, значит, будет взято на контроль Канашской межрайонной прокуратурой. Как мы можем видеть, в развлекательном центре «Мегацентр» подходят довольно-таки современные меры по борьбе с пожарной угрозой. Как сказал руководитель данного заведения, установлены современные устройства срабатывания бомб во время возникновения пожара, а также везде расставлены точки обнаружения задымления и температуры. Итак, мы в одном из магазинов «Мегацентра». Скажите, пожалуйста, есть ли у вас огнетушители? Да, конечно. Огнетушители у нас есть в зале представлены, и также есть огнетушители у нас в помещении внутри, на складе. Скажите, пожалуйста, а умеете владеть огнетушителем? Конечно, все проходили инструкцию владения огнетушителем, пожалуйста. Данный огнетушитель имеет свой вес. Для использования нужно выдернуть чеку. Вот здесь вот представлена она. Нужно смотреть, чтобы шланг стоял обязательно. И направляем на огонь, не поверх, а по низу, на сам огонь, чтобы горел. И нажимаем на рычаг. И все. Это очень здорово, то, что у нас есть работники, которые полностью могут заменить пожарных. А как вы знаете свой план эвакуации? Да, конечно. Весь персонал выводится вместе с посетителями через главный вход. Пожалуйста, вот у нас представлено. Каждый посещаемый наш магазин может увидеть план эвакуации прямо у входа. Скажите, пожалуйста, как итог проверки, что вы выявили, что не выявили? Как в целом картина в данном развлекательном заведении? Добрый день. Проведенная проверка показала, что замечания имеются у нас на сегодняшний день, но замечания устранимые. Руководители, вся информация доведена, на днях все замечания устранят. Замечания МЧС полностью приняты, мелкие замечания есть, все будет устранено в кратчайшие сроки. Какие улучшения вы хотите привнести в свой торговый центр? Дополнительно выставить, еще, которые соответствуют нормам, еще выставить новые пожарные сигнализации, чтобы не повторился такого ЧП, как Кемерово. И что ж, мы прибыли в торгово-развлекательный центр «Империал». Теперь проверка начнется здесь. Будем надеяться, что также здесь будет все замечательно хорошо. Обратите внимание, система пожарного оповещения работает, наглядно видно, все в порядке, все в норме. Ну, как можете слышать, оповещение работает, посетители, работники спокойно, без паники, сами нашли выход и, следуя инструкциям, начали выходить. Мы, конечно, предупредили, что это всего лишь учебная тревога, но это очень довольно-таки радует. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьте, пожалуйста. Сергей Исаев. Кем вы здесь работаете? Помощник руководителя. Скажите, а вы сами умеете пользоваться огнетушителем? Да, конечно, проходили обучение. То есть, в принципе, тут ничего сложного. Тут выдернуть чеку, направить на струю огня и нажать на клапан. И все. И тушить. А у вас есть огнетушители рабочие? Конечно, все. Потому что покупали, приобретали в ВДПО. И вот по журналу даже они у нас еще есть 2 года в запасе.
В ходе проверки выявлена высокая степень подготовки по борьбе с пожарной опасностью, а также готовность носить новые улучшения и современное оборудование. Начальник отдела надзорной деятельности по городу Канаш и Канашскому району, майор внутренней службы Шакин Александр Алексеевич. Скажите, пожалуйста, какие самые частые нарушения вы выявляете? Основные нарушения – это требования пожарной безопасности Российской Федерации. Это у нас автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии. Хотя договора заключены об обслуживании, но в некоторых организациях в неисправном состоянии находятся. Второе нарушение – это загромождение путей эвакуации. К примеру, эвакуация с 3-го этажа, личные площадки завалены горючим мусором, там, старые двери, разные вещи. А какие предусмотрены меры наказания? Меры ответственности, вот у нас согласно КоАП 20.4 РФ, статья 20.4 РФ у нас. В отношении должностных лиц штрафы от 6 до 15 тысяч, в отношении юридических лиц 150-200 тысяч. А почему подобные проверки проходят чаще всего после страшных событий, вот после несчастья в Кемерово? Проверки-то у нас проводятся в отношении этих объектов с массовым пребыванием людей. Нами проводятся они другими надзорными органами, но и это профилактическая проверка. Еще дополнительно проверить, в каком состоянии наши объекты находятся на сегодняшний день. И задача этой проверки не наказывать, а оказывать содействие, помочь предпринимателям, подсказать. У нас же требования нормативных документов постоянно меняются. Вот задача у нас такая. Спасибо большое. Мы будем надеяться, что подобных случаев у нас в городе не будет, и наши власти принимают все силы для того, чтобы предотвратить это на ранних стадиях. Значит, заместитель главы администрации, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства города Байгулов Дмитрий Геннадьевич. Во-первых, конечно, ситуация, сложившаяся в Кемерово, она тяжелая, она заставляет, значит, на некоторые вещи посмотреть по-другому, смотреть под другим углом. Это чувство скорби, оно, наверное, сегодня есть в каждом из жителей нашей страны. И задача органов местного самоуправления, в первую очередь, и наша задача, это сделать все для того, чтобы данную ситуацию не допустить в будущем. Это ежедневная работа, она ни в коем случае не привязана к каким-то событиям, но вот в рамках этих событий мы должны работу усилить. Ту работу, которую не только мы, но и все, значит, государственные органы власти, которые курируют это направление, проводят. Поэтому, в первую очередь, конечно, вот сегодняшняя ваша проверка, скажем так, вот, которая осуществилась, вы сами видели, некоторые факты присутствуют. Но должен отметить, что в целом картина по нашим заведениям, которые мы успели объехать, у нас работает своя комиссия по чрезвычайным ситуациям. В рамках этой комиссии мы объездили наши, в первую очередь, торговые центры, места массового скопления людей. В целом картина, она складывается такая, что нарушений здесь серьезных нет. И, наверное, органы правоохранительные это тоже в рамках своих мероприятий подтвердят. Во всяком случае, я на это надеюсь. Потому что то, что мы увидели, значит, показывает то, что собственники помещений, хозяева этих торговых центров относятся, значит, к тому законодательству, которое необходимо соблюдать в сфере пожарной безопасности, на полном серьезе. Конечно, мы будем совместно с государственными органами власти, которые ответственны за это дело, следить за картиной. Мы ни в коем случае не оставим, если факты такие будут иметь место, значит, их без присмотра. Ни в коем случае наша задача не замалчивать, не утаивать какие-то проблемы, если такие проблемы возникнут, а брать их и решать эти вопросы. Вот здесь, наверное, наша главная задача, и хочется, конечно, сказать, что глава администрации лично на контроль держит эту ситуацию, то есть все наше взаимодействие с органами власти, оно осуществляется лично на уровне главы администрации, это высокий уровень для нашего города, поэтому я думаю, что здесь та работа, которую мы проведем совместно, она свои результаты даст. Мы очень надеемся, что, конечно, такая ситуация нам не то, что не имеет права повториться, она и не повторится больше нигде. Администрация города совместно с МЧС держит на высоком контроле исполнение статей по пожарной безопасности для предотвращения трагедий в будущем.